И сегодня энергетики Казахстана обсудили актуальные вопросы развития отрасли. По их словам, средний износ оборудования теплоэлектроцентралей в стране составляет 66%. Поэтому в зимний период их работа направлена на бесперебойную подачу тепла и света в каждый дом. ЧП на казахстанских ТЭЦ стали лакмусовой бумажкой, которая высветила ряд проблемных вопросов энергетической отрасли. Несмотря на то, что в этом году на ремонт объектов теплового и электроснабжения потратили 146 миллиардов тенге, многие ремонтные работы не удалось сделать. Однако из причин этого, по мнению энергетиков, убыточная тарифная политика. Мы уже давно предлагаем перейти к справедливому тарифу, социальному тарифу и начать субсидировать именно те незащищенные слои населения, которые в этом нуждаются. Это предложение не осталось без внимания Минэнерго. Также в отрасли катастрофически не хватает грамотных специалистов. Молодежь все меньше решает посвятить свою жизнь энергетике. И причина тому – низкая заработная плата. Но похоже, что выход из этой ситуации у электроэнергетической ассоциации есть. Сейчас мы активно прорабатываем вопрос стимулирующего тарифообразования для субъектов естественной монополии. Там тоже достаточно революционный подход, и результат соответствующий есть. Поэтому летом мы приступим к реализации пилотных проектов. Серьезные опасения участников сектора вызывают и новые экологические требования к энергообъектам. Со следующего года им необходимо предоставить в банки финансовое обеспечение по ликвидации последствий работы своих объектов. А с 2025 года ТЭЦ и ГЭС должны внедрить наилучшие доступные технологии. Эксперты предлагают пересмотреть срок ввода экологических обязательств в энергетической отрасли. Илья Кудряков, Жулдузбек Ермуканов, Жибек Жолы.